что мальчики и девочки чем-то различаются между собой. Да, заметьте. Так вот, оказывается, по алкоголю это тоже огромная разница. Почему? А вот почему. Оказывается, если мужчина, муж, скажем так, решил бросить пить, то в течение 3 месяцев у него происходит полное обновление мужских половых клеток, сперматозоидов. Они долго не живут. 1,5-2 месяца старые отмирают, новые нарождаются. 3 месяца не пил, и через 3 месяца все клетки обновились. Все они уже свободны от влияния алкоголя. Вот тогда можно рожать детей. Девочки, девушки, женщины напрочь лишены этого мужского преимущества. Женские половые клетки даны девочкам сразу все с запасом на всю оставшуюся жизнь. Находится, как вы знаете из уроков анатомии, в специальном женском органе, который называется яичник. Но я так чисто схематически нарисую. Вот все будущие детки, там сотни тысяч, это будущее человечества, это будущее Homo sapiens, это будущее вида. А будущее должно быть надежно защищено. И действительно, вот эта оболочка надежно сохраняет эти клетки от воздействия любых ядов. Не могут туда яды проникнуть. Они не способны сквозь эту оболочку проникнуть внутрь. Защищает природа будущее, так сказать, вида. Но один яд может туда проникнуть. И называется яд этиловый спирт. Этиловый спирт проникает внутрь этого женского органа и поражает часть клеточек будущих детей. С каждым новым бокалом шампанского, с каждой новой кружкой пива процент пораженных клеток в организме девушки возрастает. И самое страшное, что эти пораженные алкоголем клетки с искаженной наследственностью продолжают жить еще десятилетия. И может случиться так, что через 10 лет будет оплодотворена именно та клеточка, которая 10 лет назад была отравлена шампанским на Новый год, или день рождения, или на выпускном балу, и даст начало больному ребенку, олигофрену, дебилу. Гарантии давности нет у девушек, в отличие от мужчин. И получается, что, исходя из этого, девочкам вообще ни грамма спиртного за всю жизнь пить нельзя. Это стало известно науке 1,5 века назад. А мы почему-то этого не знаем. Мы проводили социологические исследования среди старшеклассниц. Ни одна не знает. Да более того, многие учителя об этом даже не подозревают. Я вам еще скажу страшнее вещь. Далеко не все врачи об этом знают. Почему так? Ну что, за 1,5 века нельзя было всем это на пальцах рассказать, что все это знают, что женщинам пить нельзя. Кстати, раньше даже у русских-то 90% женщин не пили. Я уж не говорю о мусульманах. Это все началось-то вот в 20 веке. Почему нельзя это всем рассказать? Кому-то невыгодно, чтобы вы это знали. Кто-то понесет, видимо, какие-то убытки. Это называется искусственное невежество. Специально людей держат в невежестве, чтобы девчонки этого не знали. Если женщина не пила никогда в жизни, бывает такое, хотя и редко, но у мусульман бывает чаще, то вероятность рождения больного ребенка составляет 1%. Ну, какие-то другие причины, там, экология, патология и так далее. Если девушка пила всего несколько лет, причем исключительно культурно, умеренно, только по праздникам, то уже вероятность рождения больного ребенка в 7 раз больше. 7%. А если уже алкоголичка на последней стадии вздумала родить, то уже 70% вероятности, что она родит ненормального ребенка. То есть вероятность рождения больных детей прямо пропорциональна тому, сколько женщина выпила, начиная с первой своей рюмки и до момента зачатия. Все это суммируется. И женский организм потом не очищается от этих клеток. Это говорит о том, что женщинам пить нельзя вообще, если, конечно, они намерены стать матерями здоровых детей. Вот